Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Время для наиболее интересных гостей и самых таких глубоких и продуманных тем. Сегодня у меня в гостях человек, который я давно лично не видел, но которого вы все знаете, конечно, в лицо хотя бы по 14-15 годах, когда мой господин пан полковник Владислав Селезнев был речником Минобороны. Все, я не перепутал ничего? Все верно. Только до того, как я стал речником Минобороны, я был спикером в Министерстве обороны по Крыму. То есть я был руководителем Крымского регионального медиацентра Министерства обороны в Крыму. И, соответственно, все события в Крыму, начиная с 26 февраля, они проходили через призму моих сообщений о том, что происходило в Крыму, чем занимались воинские части и подразделения украинской армии, дислоцированные в Крыму, и как мы держали оборону против так называемых зеленых человечков. Ну вот, то есть перед нами сидит, в принципе, живая история, болезненный для нас отрезок времени, оккупация, уход украинской армии затем. И вот с того момента и Влад тут, и мы тут, и жизнь пока не меняется в лучшую сторону, точно, да? Но вот сейчас я хочу, чтобы мы восстановили все события в голове того времени в Крыму. Влад, ты же учился в Крыму тоже, да? Да, и причем история коварная вещь. В 93 году Симферопольское высшее военно-политическое училище закончил небезызвестный Сергей Аксенов. А я этот уже альма-матер закончил на 2 года позднее, в 95 году. То есть, в принципе, по училищу я знал, да, что есть Сергей Аксенов. Тогда его чаще знали по кличке Гоблин, но тем не менее курсант такого училища, да, был. Подожди, то есть ты одновременно учился с ним в одном заведении 2 года? Ну да, 4 же года военного. 4 года военного училища, но он на 2 курса старше. Понятно, что по службе, по учебе мы с ним не пересекались, но на общих построениях, на каких-то общеучилищных мероприятиях, конечно, да. Значит, честно, вот грех есть грех, наверное, это не профессионализм журналистский, но я не изучал биографию. Мне, в общем, слова «гоблин» хватало всегда, и вот этого прекрасного лица. А скажи мне, а какую он репутацию имел в училище? Гауляйтер Крыма нынешний. Ну, по большому счету, особой информации о нем не было. Достаточно большое количество курсантов Симферопольского военно-строительно-политического училища были задействованы в тех или иных командах спортивного толка в начале 90-х годов. Так как я не был причастен ко всем этим товарищеским объединениям, мне сложно сказать о роде их деятельности. Уже позднее генерал Москаль и прочие милицейские чиновники рассказывали о том бандитском беспределе, который происходил в Крыму. А для меня он был курсант старших курсов. Единственное, насколько я помню, он был командиром отделения и имел достаточно серьезные преференции в плане свободного выхода в город. В принципе, Извини. в принципе, в тот период, именно в выпуске 93-92 года, достаточно вольготное было время для курсантов. Они приходили только к занятиям, проходили 3 пары академических занятий, далее они имели возможность свободного выхода в город. Ну и уже тогда этот товарищ, будучи, там, говорят, физически развитым, да, он занимался, в банду входил, короче. Ну, так как я был не настолько физически развитым, чтобы меня втягивали в все эти банды, то, соответственно, деталей всех этих процессов я не знал. Но то, что ребята физически подготовленные, имели возможность свободного выхода в город и выполняли те или иные задачи, об этом, понятно, по училищу слухи ходили, но, как правило, без каких-либо подробностей. Но он авторитетом каким-то считался, что ли? Среди прочих. Понятно, что он командир отделения, понятно, что он курсант старших курсов, то есть это по определению придавало ему определенного статуса. Ну и, понятно, возможности в связи с его деятельностью позаучилищной, понятно, она давала ему определенные возможности, в том числе финансовые. А там видно было, да? Они же вот эти спортсмены 90-х, да, мы же помним. Они да? были приметные, они позволяли себе приезжать в училище на машинах, в том числе и на иномарках. Для Симферополя начала 90-х наличие у курсанта личного автомобиля, тем более иностранной модели, это было знаковое событие.
И он из таких был, да? Он был из тех, кто имел возможности в то время за счет личной физической подготовленности, за счет определенных лидерских качеств быть на виду в училище, да. Мгм. А потом ты долго о нем не слышал ничего? Безусловно, кроме той истории образца 98 года, когда, опять же, генерал Москаль рассказывал о том, что благодаря и усилиям тогдашнего министерства внутренних дел в Крыму удалось пресечь деятельность крупнейших бандитских группировок. Речь шла и за башмаков, и за группировку Сейлем. Вот в одну из этих группировок и входил Сергей Аксенов, равно как и ряд других моих сокурсников по училищу. Гоблин тогда уже звали его, да? Да, то есть это его, с училища? это его кличка с училища, да. Это уж сколько? Прости, господи, 30 лет уже он Гоблин. Да. Интересное название училища, у меня в голове оно не умещается. Я не понимаю, какого рода спецназовцев вас готовили. Потому что я понял, что, конечно, это элитное подразделение, так строительное училище. Стройбат — это, как мы знаем из истории советской армии, это люди, которым вы даже оружие не выдавали, такие звери, что они лопатками обходили. Безусловно. А политическое-то что там? Симферопольское военно-политическое строительное училище, оно готовило специалистов, а именно замполитов рот для строительных войск и железнодорожных войск. А что там особенное? Там уголовники же были многие, да? В училище, безусловно, уголовников не было. Не училище, я имею в виду в частях. В частях Это и тяжелый подразделениях, контингент был. безусловно, контингент достаточно тяжелый. Я после училища, попав в одну из стройбатовских частей, удивлялся тому, ну, во-первых, мне было неполных 22 года, и практически все мои подчиненные солдаты, а в роте было более 100 человек, все они были старше меня. Но они да. из тюрьмы? Многие имели судимости, естественно, или погашенные, или условные, но практически у всех был достаточно непростой бэкграунд. Да. Ну, там, я вот знаю просто по некоторым своим товарищам молодости, там служили либо уркаганы такие из тюрьмы, да, либо такие никуда не годные хилые физически, которых отправляли опустить в стройбат. И вот там вот эта страшная смесь вот этих очкариков, да, и урок таких. Да, контингент достаточно был сложный, и первые 2 года службы были для меня достаточно такими сложными, фактически на уровне трэша, потому что с людьми нужно было работать, нужно было гасить определенные конфликтные ситуации, а они возникали практически постоянно, каждый день. Фактически готовили замполитов в тюрьму. В определенной степени, нужно было, наверное, ударить табуреткой кого-то там, да? Вот. Ну, методы неуставных взаимоотношений не приветствовались, но случались ситуации разные. Хотя, опять же, так как я проходил службу в батальоне, который считался среди воинских частей стройбата в Крыму одним из лучших, то, соответственно, неуставные методы не приветствовались, но регулярно работали и представители военной прокуратуры у нас, и мы сами, офицеры подразделения, проводили расследование. То есть основной контингент в нашем подразделении — это были ребята, призванные в нашу часть из Донецкой и Луганской областей. Ну, так ситуативно складывалось. И часто, выезжая в эти регионы с целью поиска тех или иных беглецов из нашей воинской части. То есть я неплохо знал и Донецкую, и Луганскую область. У меня до сих пор на слуху и Красный Луч, и Дебальцево, и, соответственно, и Луганск, и Донецк. Там это еще по тем вот временам, 90-е годы. 90-е годы, да. Но мы подходим все ближе к оккупации. И ты говоришь, что знала Донбасс и Крым. Я сразу отметаю вот эти разговоры, знаешь, про этих сепаратистов. Не было бы русского танка, не было бы ничего. Да, так и ходили бы 200 бабушек в Севастополе на учение НАТО. Да? Там приходил корабль, они выходили, им давали там по сколько-то гривен, они говорили НАТО, там черти, и уходили. Это событие 2006 года, непосредственным участником которого я был. Надеюсь, не среди бабушек? Нет, безусловно. Тогда логистическая компания, которая обслуживала натовские части подразделения, это американцы, в том числе резервисты, привезли на корабли обеспечения в Феодосийский морской порт необходимое имущество, оборудование для того, чтобы обустроить модульный городок на нашем полигоне. Полигон Старый Крым, ужасные условия,
Строился он в далекие там 70-е Это годы. Старый Крым, именно Старый Крым есть, да, да? полигон, наш полигон бывшего 32-го армейского корпуса, затем корпус был расформирован. В 2003 году на его фондах была создана 36-я бригада береговой обороны, огромная бригада с достаточной численностью батальонов от Керчи и фактически до Бахчисарая. И для того, чтобы облегчить коммуникацию и логистику для наших подразделений, которые занимались боеподготовкой на Старокрымском полигоне, было принято решение, и американцы нам на безвозмездной основе выделили модульный городок для того, чтобы его разместить на фондах Старокрымского полигона. Ни о каком в перспективе размещения на этом полигоне войск НАТО тогда не шло. Но небезызвестный Леонид Грач и же с ним, или кто там его курировал, тогда подняли достаточно большую информационную бучу, потом происходило всем известное блокирование территории морпорта, где находился американский вспомогательный корабль. И в результате нам так и не удалось вывести имущество для того, чтобы развернуть... Даже тогда? Даже тогда. То есть у них были тогда вот буквально физические силы противостоять перемещению? Местные казачки, маргиналы, эти вот сумасшедшие бабушки. Слушай, ну их было же предельно мало. Они хорошо управлялись. Во-первых, они абсолютно четко координировались, управлялись. То есть была очень четко организована взаимосвязь между отдельными группировками этих диких бабушек и же с ними. И система работала прекрасно. Плюс у них было мощнейшее информационное сопровождение. Опять же, мы должны не забывать о том, что корпункты ведущих информационных агентств и телеканалов. Да, там же русские чувствовали себя как дома, собственно. Я больше скажу, они чувствовали себя в привилегированном положении. То есть они были весьма вхожи во все властные кабинеты, только автономной республики Крым, и, соответственно, Севастополя. В какой мере, давай зафиксируем, это 2006 год, пусть будет 2006 год, но твоя должность тогда? Тогда я был начальником пресс-группы 36-й бригады береговой обороны. Угу. Как бы сейчас сказали, военный... Нет. Пресс-секретарь бригады, да. Пресс-секретарь бригады. Да, Пресс-офицер. Угу. Да, пресс-офицер, да. Вот насколько тебе, вот, может быть, тогда это не замечалось, но сейчас вот ты отдаленно уже смотришь, насколько тогда можно было сказать, что Крым контролируется Россией? Власть, медиа и так далее. В тот период совершенно четко читалось следующее. На весь Крымский полуостров функционировал фактически одна украиноязычная газета, это «Крымская светлица». В Севастополе находилась телерадиокомпания «Бриз», это структурное подразделение военно-морских сил Украины, и издавалась флотская газета «Флот Украины», украиноязычная. Что касается медиа, все. Да. По медиа это все. Да. Еженедельный был вкладыш в газете «Крымские известия», небезызвестная Иваниченко. Это издание Верховной Рады Крыма. Но там официоз, и там всего лишь один листик в неделю. Но даже если добавить сюда крымстарские газеты, несколько то есть изданий, даже на фоне издания Крымы мы понимали, что дисбаланс в сторону российских медиа, пророссийских вообще медиа. Про телевидение даже не говорю. Да, безусловно. Там и истерия, в том числе самой распространенной крымской газеты, тогдашней «Крымская правда», с определенным бэкграундом, с историей, пророссийская и антиукраинская, она была тогда очевидна. Она была, эта газета, по уровню накала, по уровню ксенофобии по отношению к крымским татарам. Я вот просто про украинцев, я просто не помню. Наверняка тоже про Украину всякие гадости писали. Да, да. Вот, но меня это резало. Я как будто читал газету сталинских времен. Вот только после ее прочтения надо выйти и обязательно убить крымского татарина. Потому что пришельцы, предатели, там, и так далее, и так далее. То есть она сыграла большую роль для распространения ксенофобии вот этой, когда создание негативного образа, да, крымских татар. Это настоящее, просто настоящее пропагандистское, какое-то гитлеровское издание. Просто они даже переплевывали самые черносотенные московские газеты тогда, потому что это просто был трэш. Я даже не знал, как это такое. И главное, там на задней странице написано, что они орган там местной власти, по-моему, так было, да? Да, и имели всяческие преференции от местных властей. И в достаточно дружеских отношениях были с командованием 32-го армейского корпуса, в дальнейшем 36-й бригады, потому что на тех или иных мероприятиях были определенные моменты по взаимодействию.
между украинскими военными и «Крымской правдой». Но опять же, «Крымская правда» была шефом большого десантного корабля «Цезарь Кунников» Черноморского флота Российской Федерации. Еще раз, украинская газета, Украинская государственная газета, газета, шефствовала над кораблем другой страны. Да. Ну, как шефствовала? Я думаю, они просто там выпивали часто. Думаю, да. Не редко и часто об этом писали. И, естественно, писали обо всем этом, о тех процессах, которые происходили на большом десантном корабле. В целом, в Черноморском флоте Российской Федерации с такой патетикой и достаточно в таком хвалебном стиле. Ты без перерывов провел свое вот это послеучилище в Крыму до оккупации? У меня был единственный перерыв в моей офицерской карьере. 7 месяцев меня не было в Крыму. Это был период с апреля по ноябрь 2009 года. Я в этот период с украинскими морскими пехотинцами находился в Косово. Мы в составе украинско-польского миротворческого батальона выполняли задачи в Косово. В 2009 году? Да, 2009 год. А так постоянно, да. То есть ты это все мог в развитии наблюдать? Безусловно. Вот этот ползучий захват Крыма. Безусловно. И стагнацию 90-х годов, и активное продвижение русского мира в Севастополе, который продвигал ныне покойный Юрий Лужков, и нарастание вот этих вот российских настроений, и вот это безумие в комментариях под часто совершенно нейтральными публикациями, именно где-то вот в середине 2000-х годов пошла вот эта история, когда любые комментарии могли оставлять пользователи на тех или иных информационных площадках. Угу. И уровень вот этого безумия, уровень оскорбительный. А сейчас ты понимаешь, что я бы тогда не понимал тогда. Сейчас ты понимаешь, что это они работали с ботами уже тогда? Безусловно, то есть ольгинцы, как мы их сейчас называем, это те персонали, которые уже тогда нагнетали ситуацию. Скажу больше, в тот период я иногда выезжал к родственникам в Белгородскую область, общаясь с ними, я чувствую вот это вот украинское зверхнее отношение. Вот мы россияне, а вот вы... Зачем вы воруете наш газ? Хочешь, я тебе вопрос скажу, который тебе задавали? Да. Да? Да. Да. И в том числе и это. Угу. И... Что вам надо? Что вам больше всех надо? Что вам не живется спокойно? С нами имелось в виду. Да. И это постоянно звучало в том числе. Опять же, так как мама у меня жила в небольшом крымском курортном городке в Саках, я видел, какие возможности были у россиян, отдыхающих, которые приезжали на крымский курорт. И как они себя вели. И как они себя вели. То есть, Можешь представить, что сейчас, когда там отдыхает, когда русским вообще везде въезд закрыт из-за коронавируса, из-за их вакцины «Спутник», вот это вот «В», и из-за того, что ментам давно нельзя уже там притвориться, все это ФСБ. То есть всем служивым вообще никуда. Это вся отборная эта мразь русского мира, она сейчас попрется в Крым. Это будет самый, я думаю, трэшевый сезон. Не знаю насчет денег как, но насчет присутствия персонажей. Там уже люди ходят с пистолетами, выхватывают пистолеты, там кого-то гоняют, рыбаков. Там. Мы есть власть. Да, мы здесь власть. Угу. Смотри, да, про Лужкова тоже я знаю прекрасно. Я же тогда в Москве работал, в этой газете как раз, которая была близка к Лужкову. Ну, его редактор дружил с ним. Да. До того момента, пока его в отставку отправили. После этого с Лужковым дружить мгновенно все перестали тут же. Вот. Но он прямо искренне, он горел прям это желанием. Он не говорил никогда присоединить Крым к России, да. Но насколько он плотно туда входил, и финансово, и по-всякому. По несколько раз в год он приезжал. Приезжал, не знаю, вместе раздельно с ним Затулин. Вот это все десантники, да? Там достаточно мощный был пул. Они ехали с деньгами, они ехали с подарками. Они добивались уступок от севастопольской власти. И лучшие инфраструктурные объекты в Севастополе — Дом Москвы, в центре, на площади Нахимова, штаб командования Черноморского флота Российской Федерации в центре Севастополя, штаб командования военно-морских сил ближе к окраине, ближе уже к промзоне. То есть лучшие инфраструктурные, военные инфраструктурные объекты, территории. Ты про военные говоришь.
И не только про военные. Он же университет, там филиал МГУ построил, кажется, школы Да, какие-то. и дома для российских служивых. Ну и опять же, нужно отдать должное соотношение денежного содержания российских военных. 3, что ли, раза больше. Оно было очень серьезным и совершенно не на пользу украинских военных. То есть вы себя чувствовали на собственной земле Чужими. чужими. Чужими, да, сиротами, да. Для тебя был неожиданным тот процент предательства в СБУ, в армии и в полиции, в прокуратуре, который оказался в марте 2014? Для меня это был шок, и тем более этот шок режет до сих пор, потому что из-за того, что своевременно не были приняты организационные, административные, волевые политические решения, процент предавших Украину увеличился, я думаю, в разы. Это что ты имеешь в виду? На первом этапе, когда так называемые зеленые человечки позахватывали основные административные здания на территории Крыма и, соответственно, инфраструктурные объекты, паромные переправы, аэропорты, вокзалы, готовность украинской армии выполнять задачи по назначению, а именно есть соответствующий пакет, это так называемая 7-я задача, в случае вторжения иностранного государства все части подразделения, дислоцированные в Крыму, четко знали свой маневр. Мы должны были взять под контроль основные перекрестки, перевалы, переправу и, соответственно, ждать, когда для проведения поисково-рейдовых действий с материка на территорию Крыма зайдет, соответственно, 25-я парашютно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада из Николаева. По какой причине пакет не был открыт и определенно в этом пакете алгоритм действий не был реализован, для меня это остается загадкой. Насколько я знаю, военная полиция, военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины проводила расследование в начале 2014 года по поводу действий или бездействия тех или иных должностных лиц в ситуации событий февраля-марта 2014 года. Где делись результаты этого расследования, мне по сей день неизвестно. Это уже здесь. Это уже здесь, да, да. Министр обороны тогдашний, уже не Тенех, после него запамятовал. Он ставил задачу провести Коваль, генерал-полковник Коваль. Слушай, а пакет физически они должны были открыть? Вот Безусловно, да. Он существовал на случай вторжения На войск, случай, открываешь, да, и там написано. Совершенно четко понимаешь, да, алгоритм действий твой как командира бригады и подчиненных тебе частей Слушай, подразделений. а то просто по уставу непонятно, что делать, когда на твою часть нападают. Тут есть определенная хитрость. Дело в том, что зеленые человечки... Они же не были армией другого государства. Ну, во-первых, за исключением ситуации, связанной с Кировским аэродромом и аэродромом в Бельбеке, они же не врывались на территорию воинской части изначально. Ну, эти два аэродрома, прошу прощения, Бельбек, вот, да, извини, пожалуйста. Вот этот марш, я все с всем уважением отношусь там. Юлий Мамчур, да. с одной стороны, человек-легенда, а с другой стороны, я не знаю, какой он дал ответ, почему не были выполнены задачи по охране и обороне вверенного ему объекта. Там же даже, знаешь, в уставе, тут просто были тоже военные, они говорили, что в уставе написано все просто. Там вот люди, которые охраняют объект, они даже не обязаны выяснять, какой страны, там, Новой Гвинеи или там Северной Македонии, там, солдаты. Даже не взять, солдаты ли это или нет. Даже если там тетка подходит и пытается пройти часть, выстрел в воздух на поражение. Если он агрессивный, сразу на поражение. Правильно? Я все правильно? Все верно, да. Ну. Кстати, по поводу Северной Македонии. В 2008 году на озере Донузлав мы проводили совместные маневры. Это в рамках Сибриза. Сибриз 2008. И происходила совместная высадка украинских морских пехотинцев и военнослужащих тогдашней Македонии. И тогда все тот же небезызвестный Леонид Грач организовывал палаточный городок сопротивления, дабы на священную русскую землю не ступил сапог натовского солдата. А Грач — это точно охранник священной русской земли? Он не украинец этнический случайно?
несостоявшийся спикер. Я Несостоявшийся... имею в виду, вот когда про русскую землю говорят, да, очень часто манкурты оперируют Да, такими понятиями, да. То есть он понимает, что он пристроился к этому миру. Там был еще такой подонок Лентун Безазиев, знаешь такого? Конечно, помню, да. И я однажды слышал его речь, как он толкал речь Лужкову. Я посмотрел на это, дальше не смог смотреть. Просто это был настолько лебезящий, настолько продажный. Вот знаешь, просто, ну, я не знаю, любая самая ядовитая медуза, кошечка по сравнению с такими людьми. Вот, но смотри, македонцы македонцами, но ты же тоже и присутствовал при тех учениях совместных России и Украины. Конечно, я Как скажу. часто они проводились? Проводились они достаточно часто, раз в год. Плюс у нас часто проводились, не часто, а регулярно проводились совместные парады в Севастополе. Собственно говоря, даже не единожды в год, а в Керчи свидетелем и участником парада в честь 65-й годовщины освобождения, окончания на 9 мая, да, на 9 мая. На День Победы совместный парад, сводный расчет морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации, те самые солдаты и офицеры, которые спустя несколько лет будут блокировать наших морских пехотинцев в Феодосии. Тех же самых Тех людей, же с самых, да, которыми да, они да. проводили. Если в Керчи наших морпехов блокировали морские пехотинцы Российской Федерации, которых перекинулись с Каспия, то бойцы 810-й бригады морской пехоты, она под Севастополем дислоцировалась, это часть Черноморского флота Российской Федерации. Да, те самые ребята, с которыми наши морпехи шагали в одном строю по главной улице города-героя Керчи. Они стояли. И снова о том, что русские никогда не прощают попыток с ними дружить. Да. И понимают они только язык силы, к сожалению. Украинцы другие, они очень долго верили россиянам, России в целом, россиянам, не считали их врагами. Учения же, ты помнишь, какие проходили, в том числе по ликвидации баз Аль-Каиды, состоящей из крымских татар? Где Аль-Каида? Какой Талибан, там, я не знаю, где крымские татары? Какое оружие? Какие горы? Но вот такие легенды учений были. Они были основные, да, поиск незаконных вооруженных формирований, так называемых зеленых. И все понимали, что под зелеными подразумеваются крымские татары. Да. Но зеленые оказались немножко другие зеленые. Да, зеленые человечки, они же вежливые человечки, те самые русские военные, без знаков различия. Да, Когда ты осознал или начал осознавать, или, может, всегда ты знал, что крымские татары не враги Украины, а наоборот? Так сложилось, что я, начиная со школьных лет, у меня психотип такой, или типаж, я сидел за одной партой с Бекиром Меметовым. И часто его называли Селезнев, а меня Меметов. То есть у меня типаж такой, что я больше сходил за крымского татарина, чем он. То есть у меня всегда были добрые отношения, и каких-то конфликтных ситуаций не было. Айша Аметова, моя одноклассница, не знаю, как смогла ее семья попасть в Крым, в Саки, училась со мной, начиная с 4 класса. И мы общались, и не было никаких конфликтных ситуаций. А именно как нация, как отношение межнациональное и вот та вот связь, что крепче каната, между армией и народом, особенно четко проявилась во время крымских событий конца февраля, начала марта. Мне часто забивают гол, упрекая в том, что когда я говорю, что первые волонтеры для армии были крымские татары, часто украинские ребята: а как же мы, а почему вы не замечаете нас? Но я делюсь своим опытом, и то, что я видел своими глазами. Это правда, это хронологическая правда. Это все равно как отрицать. Первая помощь осажденным украинским военным, которые были заблокированы на территории воинских частей, пришла от крымских татар, от Крымлы. Но вот тебя окружали люди в Крыму, военные, да, украинские, которые наверняка, многие из которых стали предателями потом, Да. которые считали, что русские братья, а эти черные, вот там эти опасные, незнакомые и так далее. Как ты с ними служил? Ты нормальный человек, выросший среди крымских татар, рядом с крымскими татарами, и явно не страдавший ксенофобией никакой.
Я скажу больше, у меня и среди крымских татар много близких товарищей, друзей, с кем мы общались, да, вместе выбирались на посиделки, на плов. То есть для меня не было какого-либо предубеждения. Сказать, что я часто слышал в военной среде какое-то предвзятое отношение к крымским татарам. Да нет, я не могу сказать. Особенно начиная где-то с 2010 года, тогда пошла программа по стопроцентному обеспечению частей подразделений в Крыму военнослужащими по контракту. То есть срочники к нам не призывались, срочников еще призывали в подразделения внутренних войск, а задача перед командирами стояла набрать местные в армию в основном шли в связи с тем, чтобы зарплаты были небольшие, из таких депрессивных сельских регионах, и в основном ребята крымские татары, опять же, на фоне определенного такого разгильдяйства среди славян, ни в коем случае не хочу, скажем так, вешать такие штампы. Мы знаем качество населения Крыма с 1944 года, к сожалению. Да, но служить с ребятами крымскими татарами было комфортно, и ты как командир всегда мог быть уверен в том, что поставленные задачи будут выполнены и точно в срок. Я так предполагаю, что основная масса людей, не скажу друзей это вообще такая сложная категория, с кем ты там провел вот эти годы жизни, начиная от училища и заканчивая 2014 годом. Когда ты уехал из Крыма? 6 апреля мы, получив приказ, проведя спецоперацию, выехали из Симферополя. 6 апреля 2014 года. Вот, заканчивая этим временем, предположу, что большинство из них предали тебя и Украину. Да, практически из тех, с кем я общался, на материк вышли все мои из Крымского регионального медиацентра, и этим я горжусь. То есть у вас были единомышленники, там, патриоты? В моем подразделении, да, подразделение Крымского регионального медиацентра вышли все, да. Потом один офицер, уволившись здесь, вернулся домой, в Бельбеке он живет, а один, к сожалению, уже не с нами, умер. Трагическая смерть от тяжелой болезни. А все остальные, да, здесь проходят службу на тех или иных должностях. Честь и хвала тем, кто потом пошел служить в зону боевых действий на Донбассе и так далее. Но как ты думаешь, что вообще, какой урок для украинской армии, для Украины вот это исход из Крыма, практически без сопротивления? Любой процесс должен быть управляемым. Когда случается анархия, происходят совершенно непоправимые и часто трагические вещи и процессы. Если бы была четкая коммуникация, если звучали бы четкие команды по порядку и правилам, по алгоритму действий украинских военных, я думаю, ситуация была бы иной. Я ни в коем случае не умаляю степень вины тех бывших украинских военнослужащих, которые согласились на определенные там сладкие, они реально сладкие предложения оккупационной власти. И достойное денежное обеспечение, возможность решения жилищных вопросов и карьерные определенные устремления. То есть, в принципе, все эти вещи Российская Федерация реализовала. Тут, как? В чем-то, присяга же есть, ты же военный. К сожалению, те, кто остались там, думали не головой, и не совестью, да, позабыв о совести, да, думали желудком, кошельком. А ты этничный украинец? У меня вообще гремучая смесь. Я родился в 1973 году в Центральном Казахстане. Но... В семье военную? Нет, никакого отношения я к военным не имел. А мои дедушка и бабушка по материнской линии, они из числа раскуркуленных, раскулаченных в 29 году. Все понятно, да. Бабушка с Полтавской области, дед с Харьковской, да. Их отправили в казахстанские степи. На казахстанские шахты. Нужно было. У меня ссылки там прадед был. Область не Карагандинская, случайно? Область Карагандинская, да. Со всего бывшего Союза туда ссылали кулаков, врагов. Там скажу больше, деревня, где я родился, у нас там процентов 30 было украинцев, процентов 50 немцев,
которые с началом перестройки начали массово выезжать в Германию по программе воссоединения семей. И были шведы. И Кто? шведы, да, шведы, даже шведы. И ну, до 15, может быть, до 20% этничных казахов. Мгм. Да. В первые послевоенные годы еще рядом, не в самой деревне, а рядом с деревней было поселение чеченцев. Но после того, как они получили право на возвращение, они Да, все они снялись сразу и вернулись. Да, да, 57-й год, если мне память не да. изменяет. То есть можно сказать, что ты вырос среди ссыльных, в принципе? Ну, фактически, да. Да. А ну тогда с тобой, в принципе, все понятно, потому что вот мой дед по материнской линии, он же тот, который мне говорил, что крымские татары — это величайший народ, с которым нужно стоять и никогда не предавать. Он же не был этническим крымским татарином, но он просто вырос, и он сам из ссыльных. Мгм. И он вырос среди как раз чеченцев, среди эстонцев, среди вот этих людей. Но он видел, что людей сослали ни за что. Ему не надо было рассказывать, кто там предал родину и так далее. Да. А, Ну, наверное, глупо спрашивать, с кем ты в Крыму общаешься сейчас. Наверное, ни с кем. Ну, фактически, да, даже из тех близких моих друзей, с кем я общался активно и близко, дружили мы с семьями до войны, и из тех, кто изменил присяги, коммуникации ни с кем нет. Я поддерживаю отношения со своими старшими товарищами, которые до крымских событий уволились. И уже Там пенсионерами живут. пенсионеры, да, да. С ними мы общаемся. То есть, в принципе, ситуация, та ситуация, что происходит в Крыму, я знаю. У меня есть контакт с моими одноклассниками. Их очень немного. То есть класс у меня реально ватный. И я там среди изгоев числюсь. Я спикер хунты, я бандеровец, я фашист и прочее, прочее, прочее. Все эти ярлыки... Хорошего человека вырастила школа. Все эти ярлыки на мне висят, но есть приятное исключение, с кем я общаюсь, и я понимаю, чем живет мой родной городок. Ну, как родной. Он стал для меня родным, потому что... Ну, Саки, ты имеешь в виду? Да, да, Сак, Саки. Да, Крым-Татарский. да. Это же такой старый, на самом деле, крымский город. Маленький, но Да. старое поселение. То есть я знаю, и чем живет город, и какие там процессы происходят. И, собственно говоря, сейчас меньше это болит, но первые 2 года было крайне сложно. Я скажу даже больше. Ключевая причина, почему я без малейших сомнений в мае 2014 года сразу из Крыма уехал в АТО, я был уверен, что сейчас мы быстро освободим Донецк и Луганск от сепаратистов И занялся. и займемся вопросами Крыма, и вернем Крым. То есть у меня была абсолютно в этом уверенность. Ты знаешь, это вот было видение изнутри Украины. Я часто сталкиваюсь с людьми умными, анализирующими, как ты, которые говорят, что у них было такое ощущение. И потому меня не удивляют вот эти слова Порошенко, что тогда сказаны, да, что мы сейчас за 2 недели там Да. освободим. Он реально в это верил. Да. Что можно и с русскими договориться о чем-то там, и военным путем что-то освободить и так далее. Я вас заверяю, находясь по ту сторону тогда, я не видел никаких вариантов, чтобы они ушли. Никаких. Я прекрасно видел, что никаких сепаратистов не существует. Это вообще очень вредное слово, которое нам в минус сильно сыграло. Потому что она создает определенную ширму, она создает Огромную ширму. такую дымовую завесу, которая по факту скрывает истинное намерение и истинного противника, Но истинного смотри, врага. но ты же вот как спикер Минобороны, да, ты с этим боролся, с понятием сепаратисты, вот с этими всеми гибридными, на самом деле навязанными российской пропагандой? Значит, по событиям, по кейсу крымской кампании, то есть вот эти вот вежливые у нас не звучало, зеленые человечки, крымские ополченцы, мы держали именно такой формат для того, мы же неоднократно слышали, в том числе и от Петра Порошенко, мы дадим возможность сохранить Владимиру Путину лицо. И до момента референдума была абсолютно уверенность, что буквально накануне референдума Путин скажет «стоп». Мгм. Ребята, теперь вы поняли, кто в доме хозяин, живем по моим правилам, но Ну давайте Крым, типа договариваться. да, Крым это Украина. Мгм. Но оказалось, что... Никто не верил, что да. он пойдет до конца, кроме Джохара Дудаева, который еще и Путина даже не застал, но просто Он понимаешь, у него менталитет русский, он понимал его. Да. И он же был генералом советской армии, он понимал образ мысли. Как это работает, да, да. И если можно ухватить за палец, значит мы откусим руку по уши. Да. Когда в украинской армии, в офицерском составе, там, ну, среди людей, с которыми ты общался,
пришло полное сознание того, что мы не понимали Россию, что вот она именно этой цели и шла, и они хотели тупо захватить как можно больше украинской земли, желательно с Киевом. Но просто что-то пошло не так. А так вот мечты были такие. В августе 2014 года мы общались с Громом. Тогда он был только назначен начальником генерального штаба, генерал-лейтенант Муженко Виктор Николаевич. И он сказал, что, Владислав, вы даже не представляете, сколько военачальников в генеральном штабе мечтает сменить малиновые лампасы на красные. То есть количество даже Потенциальных коллаборантов было достаточно велико. Поэтому осознание, ну, для меня, наверное, вот эта точка невозврата, когда вот просто я потерял всякие иллюзии, я понял, что это будет борьба насмерть. События ночи с 13 на 14 июня 2014 года, когда украинский Ил-76 с десантом, 40 наших мальчишек из 25-й бригады, 9 членов экипажа были сбиты из переносного зенитно-ракетного комплекса под Луганском. Да. Тогда пришло понимание того, что все, рвать, и это вендетта. Потом было сбитие малазийского пассажирского. Да, в июле, да. А перед этим было сбито несколько военных бортов, в том числе в начале июня самолет разведки Ан-30 над Славянском. То есть потери от работы профессиональных российских военных были огромные. И они были очень болезненные. Понятно, что никакие шахтеры и трактористы, даже просто никакие контрактники, никакие наемники такой техникой не владеют. Не владеют. И настолько эффективно ее использовать не могут. Это было очевидно. Смотри, мы еще не имеем результата суда, и Нидерланды ведут его крайне медленно. Видно, все-таки боятся испортить отношения с Великой Россией. Вот. Они стреляли именно по пассажирскому борту, вот твое ощущение, или они перепутали? Я думаю, они перепутали. Тогда перепутали с нашим транспортником Ан-26. Он по размеру похож? Нет, ну безусловно, Ан-26 на порядок меньше, но и он летает на высотах до 6 километров. А Боинг 37 шел на высоте более 10 километров. Ну и как они это могли перепутать, расскажи мне? И скорость движения другая, и, наверное, сигнал. То есть там же они стреляли-то не из ядрами, из арипушки. Они же видели сигнал, что это пассажирский борт. Опять же, Айдар, возможно, они все-таки исходили из позиций следующих. Буквально в том же районе, в то же время пролетал российский борт из Анталии, по-моему. Да, какой-то был. Я забыл, писали об этом. Да. Поэтому вполне возможно, что именно здесь и скрывается та самая истина. Они искали казус белли для полномасштабного вторжения. Да, для полного масштабного. И перед этим прямо, надо просто посмотреть время, ну, по-моему, это весна еще была, когда типа их Совет Федерации принял решение, что можно вводить войска в Украину. Да. Это, по-моему, было 2 марта. Да? Причем решение было принято за несколько часов. И обе палаты российского парламента слушания прошли, и решение... То есть ты думаешь, что либо это они сбивали военные самолеты, либо если не военные, они хотели сбить российский пассажирский лайнер и использовать его для этот теракт для... Ну, для Российской Федерации, для ФСБ это не новая тактика. События, связанные со взрывами в Рязани, в Москве, которые привели ко второй чеченской кампании. Конечно. Потому что первая кампания, ну ты, может быть, не знаю, насколько ты помнишь, но она прошла под аккомпанемент неприятия российским обществом. Никто, зачем воевать, наши мальчики гибнут. Да. А некоторые, как я, говорили, что дайте свободу Чечню, там журналисты писали, брали интервью у Дудаева. Вторая война чеченская, в которой мы до сих пор живем. Я абсолютно уверен, что мы живем, вот это все продолжение Второй Чеченской войны. И это уже война против террористов, в кавычках, против тех, кто взорвал наши дома, против там больницы Буденновск, там, Нордост и так далее. Абсолютно уверен, что до всех этих терактов имеет отношение ФСБ Российской Федерации или Главное разведывательное управление. Они пусть в своем дерьме сами разбираются, нам по большому счету все равно. Я думаю, что Украиной занимаются все российские разведки до одной, все три.
А если мы вспомним соглашение или меморандум между спецслужбами Российской Федерации и Украины, которые действовали до начала 2014 года, не проводить разведывательных мероприятий в отношении стран друг друга. Совершенно четко понимаем, что и агенты влияния, и должностные лица с российскими паспортами, которые находились на ключевых должностях в системе безопасности и обороны нашей страны. То есть все эти персонали работали на то, чтобы максимально ослабить оборонительные возможности Украины. Скажи мне, это чудо, что все-таки, что русским не удалось дальше продвинуться? Или что это? Я думаю, что тут в первую очередь сработала синергия. Синергия неравнодушных людей. Потому что, имея совершенно истощенную армию, имея колоссальные проблемы с обеспечением, Имея предателей на офицерских и генеральских должностях. да, Украина смогла выстоять. Но опять же, помимо того, что украинское общество сумело в кратчайшие сроки консолидироваться, мы должны не забывать о том, что Путин использовал тактику мелких шагов. Точно так же, как он ее реализовывал в Крыму. Сделали первый шаг, да, прошло, реализовали. Делаем следующий шаг, да, опять, все хорошо, движемся дальше. Так и в этом случае Владимир Путин, когда понял, что цена агрессии для него стала слишком высока, он остановился. Но при этом он, как рачительный хозяин, рвал до последнего. И события в Дебальцево тому подтверждение. То есть фактически по первому Минску Дебальцевский плацдарм должен оставаться под эффективным контролем Украины. Но фактически... Кстати, Да. да, все так Да. значит, мило молчат об этом, а это же один из показателей того, что все эти ваши соглашения... на самом Не деле, стоит да. ломаного гроша. Да. Я всегда был уверен, что никогда ни к какому выводу, никаким договоренностям невозможно прийти ни в каком Минске, как ты его ни называй. Да. А И ты как? единственное эффективное средство, которое позволит повысить наш уровень договороспособности, это сильная, эффективная армия, которая способна наносить настолько болючие ответы для российской армии, дабы впредь российский агрессор крепко думал, а стоит ли атаковать. Ну, то есть понимает только то, что потенциально, если, грубо говоря, Путину доложат, что если мы сейчас начнем атаковать, да, по всему линии фронта, то сотни танков у нас отправятся в первый же день туда, В утиль, да. самолетов там и так далее. И вполне возможно еще и прилетит по мирным территориям, потому что силы специальных операций Украины готовы действовать в глубине территорий противника, соответственно, на территории Российской Федерации. И условный Воронеж может залететь на воздух. Смотри, это действительно, это в военной доктрине Украины, я просто не изучал. Вот если они наносят... Ведь есть два способа борьбы с воздушными угрозами, например, да? Это первый способ, это условно там вот, железный купол израильской истории, то есть сбивать в воздухе. Все, что летит, да. Да, минимизируя ущерб. Это первое, но это очень дорого, и в Украине нет такой системы сейчас. Да? Второй способ — это средствами ПВО сбивать. Ну, ракеты тяжело, наверное, ПВОшными средствами сбивать. Самолеты еще как-то можно, но тоже ты все не собьешь. И третье — это дать противнику понять, что если они... недавно вот этот выродок из рода Примаковых, из Росзарубежья, Рособорон, вот этот Примаков какой-то там, вот, сказал, что мы готовимся, если будет война, он, собственно, тайну большую для умных людей не открыл, то мы будем наносить воздушные ракетные удары по объектам внутри Украины. Да, Да, по объектам критической инфраструктуры, да. Понятно, что. Да? Да, В первую очередь военные объекты, подавить сопротивление, Да, да. потом гражданские, панику посеять, там, разбомбить в Киеве что-то, там, где-то, да, в Харькове, везде. И этому можно противопоставить четкое, прописанное в доктрине и известное русским: если вы по нам, то мы по вам. Да. То есть Воронеж, Белгород, их мирные города, которые до сих пор ничего не впустили в себя войну, почувствовали, что война началась. Война буквально на пороге. Да, безусловно. И, собственно говоря, одна из причин, по которой создавались в свое время силы специальных операций Вооруженных сил Украины, это проведение асимметричных операций, да. То есть это в доктрине, русские знают об этом. Ну, безусловно. То есть если вот начнется война по периметру, то полетит к ним сразу. Да, да. Угу.
Но это тоже должно сдерживать, потому что русское население совершенно не готово к войне на своей территории. Безусловно. Абсолютно. А да, одно дело, это знаменитое сталинское, мы будем воевать на чужой территории малой кровью и иметь быстрый результат, а другое дело, когда прилетает в огород. Или Так они в так летний живут. клуб. Я говорю, в сознании русского не умещается. Знаешь, как тут а нас-то за что? Да, Знаешь, это их главный да, лозунг. это классика жизни. Почему нас так не любите, и нас-то за что? Да. Причем я помню высказывание оппозиционного российского политика господина Гудкова, который говорит о том, что Россия после того, как устроила себе Крым наш, потеряла порядка 500 миллиардов долларов за счет нереализованных проектов, за счет санкций. И я так понимаю, что Путина и его команду это не останавливает. Потому что каждый обыкновенный россиянин в среднем за эти 7 лет потерял до 30% своего дохода, своих возможностей. Это их тоже не останавливает. Я думаю, что учитывая падение стоимости всего, что в имуществе из подорожания всяких продуктов потребления, там может быть и 50%, да? Но, опять же, экономическая составляющая – это тот кейс, который, собственно говоря, возможно, в некоторой степени нам тешит душу, но и единственный фактор, который способен остановить Путина от дальнейших агрессивных действий, это осознание им, что любые агрессивные действия в отношении нашей страны будут для него иметь фатальные последствия. Приведут к большим человеческим потерям в живой силе, технике, и, возможно, в мирные города тоже прилетит, потому что если он будет пулять в мирные города. Безусловно, да. Скажи мне, насколько ты все-таки с руководством армии нашей имел 3 года, да, ты общался на высоком уровне? На высоком уровне, начиная с мая 2014 года и до декабря 2017 года. Смотри, я не призываю тебя оценивать каждого в отдельности, но меня смутило одно назову имя. Это нынешний начальник Генштаба, господин Хомчак, который дал очень контроверсийное интервью «Украинской правде» где-то сколько-то месяцев назад, который я читал. Мы читали это все там с одним героем Украины, не буду говорить, с кем мы так крутили в руках. И как-то некоторые вещи в голове не уложились. Но первая вещь, оцени это с точки зрения военного и медийщика военного. Вот помнишь, погиб Журавель, боец по фамилии Журавель? Да. Причем он двое суток ждал помощи. Двое суток ждал помощи. Это вообще за предел. Я думаю, что в Израиле министр обороны не устоял бы. Все начальники бы ушли. Да, уж снесли бы всех 100%. Вот. Ну, у нас типа своя специфика, но иногда, чтобы сойти за, так сказать, лучше можно быть промолчать, да? А можно сказать в интервью, большом интервью, я их туда не посылал, они пошли туда сами. После чего, кстати, президент награждает его посмертно, да? Вот, то есть они нарушили приказ, вот тут же награждает президент. И вообще, насколько корректно главному начальнику, командующему вооруженных сил оценивать публично для гражданской газеты, издания, оценивать действия своих подчиненных? Главнокомандующий украинской армии, родной отец и командир для каждого солдата. И это его ответственность. И уж тем более гибель солдата – это в первую очередь его ответственность. А дальше уже по иерархии каждый отвечает за то или иное направление деятельности. Поэтому в этом плане я считаю, это совершенно провальная коммуникация. У меня достаточно неоднозначное отношение с Русланом Борисовичем. Понятно, я не стану комментировать все реплики и негодования в его адрес, связанные с событиями Иловайска. Там разное было. Я не был участником и свидетелем тех событий, дабы давать оценку. Но то, что коммуникационная составляющая, именно связанная с погибшим Журавлем, была провалена, это факт очевидный. Для меня, гражданского человека, это считалось жутковато. Как бы я представил себе на место этих ребят, да, потом командующий, и чтобы мои семьи и дети слышали, что да они сами нарушили, типа, это знаешь, это из истории как, а почему, я прошу прощения за такую аллегорию, да, вот почему произошло, маньяк напал на женщину? Да. Потому что она поздно шла, не вовремя, там, ее же никто туда не посылал, да, она сама за хлебом пошла через парк. Это первое. И второе, что меня там смутило, я опять же лично не знаю, ничего личного к Руслану Хомчаку нет, но я просто не понимаю. Вот главнокомандующий, главный мотиватор армии говорит, типа недословно, нам все равно придется с россиянами мириться, это большая страна соседняя и так далее. Но, наверное, сначала надо про победу говорить своим солдатам.
а потом про мир. А не чтобы они, знаешь, такой, наводишь снайперскую винтовку или что-то, или орудие, да? Ах, так нам же все равно же мириться же, что же я буду стрелять, понимаешь? Что это за мотивация такая? Мотивация весьма странная. И снова мы упираемся в вопрос подготовки главнокомандующего к интервью. Недопустимо человеку, который возглавляет даже не информационное, вооруженное сопротивление стране-агрессору, делать такого рода заявления. Двусмысленные, неоднозначные, контроверсийные. Ни в коем случае это Ну, недопустимо. это сильно разозлило офицеров, я просто с кем общался. Безусловно, это серьезная проблема. Но, тем не менее, Руслан Борисович пользуется колоссальной поддержкой со стороны Верховного Главнокомандующего. И с чем это связано, я... Слушай, ну в любом случае, знаешь, я тут не склонен там клеймить Хомчака, потому что должен быть пресс-офицер, который, это же тем более интервью-то давалось-то не телевидению в прямом эфире. То есть можно Было вычитать. И уверен, что «Украинская правда» сказала, в интересах безопасности Украины, вот любая ваша правка, Да. любая запятая, Они хоть вообще не печатайте. Да. Они пошли навстречу, ну это же такое вообще условие игры. Если бы я брал интервью Хомчака, я бы ему сказал там... Пана Руслана, вот как вы скажете, так оно и выйдет. Да. То, что вы командующий моей армией, это и вы за меня отвечаете, не я за вашу Тем более безопасность. знаковое издание и знаковое такое практически программное интервью с определенными выводами. Это ужас просто. Но это вопрос ужас. к эффективности коммуникации всей Хорошо, службы. но это последний вопрос. Без фамилии. Я думаю, что Хомчак, какие бы он там ошибки не совершил, он все равно украинский генерал. Да, вот в целом генералитет, комбриги и так далее, они готовы к настоящей большой войне, и они понимают, что она может состояться, и они знают, как мотивировать солдат, офицеров и как воевать. Безусловно, та когорта генералов, которые сейчас на своих плечах носят генеральские погоны, они все прошли, практически все, возможно, только за исключением некоторых генералов, которые находятся на должностях руководителей учебных заведений. И это, кстати, еще одна проблема, потому что военная школа, которая готовит старший офицерский состав, она в определенной степени консервативна, и не всегда она использует опыт. Это точно. И даже иногда не хотят использовать, даже не слушают. Вот учатся Айдер, я да. пытаюсь быть максимально Всё толерантным, потому что иногда хочется ругаться. Им говорит даже боевой матом. военный, говорит, я воевал в этой конкретной ситуации. Да. Говорит, ты ничего не понимаешь, тут в учебнике 67-го года написано. Написано именно Да. так. И на самом деле это большая проблема, потому что люди... А кто нас учит? Да. Ключевая фраза. Да. Кто нас учит? И это серьезная проблема. Но на сегодняшний день большинство, подавляющее большинство генералов имеют боевой опыт, и они в состоянии выполнять задачи в соответствии с теми реалиями, которые И они есть не на сегодня. будут деморализованы в случае любой развития. Безусловно, да. Хотя, опять же, постоянный отток кадровых военнослужащих, которые имеют опыт, в первую очередь опыт боев 14-15 годов, это очень тревожный сигнал. Потому что мотивационная составляющая, я могу говорить за себя, почему я, будучи на достаточно перспективной должности, с перспективой службы, принял решение, уволился. Ответ для меня очевиден, потому что те ожидания, те перспективы, и те надежды, которые я возлагал на серьезные изменения в армии в 2014-2015 году, к сожалению, к середине 2017 года в определенной степени были нивелированы. И армия сегодня есть такая, какая она есть. Безусловно, мы декларируем о том, что армия реформируется по стандартным датам, а с другой стороны мы видим неутешительную статистику. Военнослужащие продолжают увольняться из армии. Там есть этому причины. Я хотел бы с действующими военными об этом поговорить, но, к сожалению, они не очень об этом разговаривают. Да. Ну, потому что люди системы осторожничают, потому как любое действие порождает противодействие. Ну, в определенном смысле слова мы в совке продолжаем жить, и критика воспринимается как там непослушание там, или что-то такое. И угрозу для системы. А система, та система, которая дала сбой, и в определенной степени ключевые персонали этой системы поджали хвост и давали возможность армии развиваться по тем нормам, правилам и алгоритмам, которые соответствовали той ситуации, которая сложилась в 2014 году. И она была... Армия была в тот период достаточно эффективна, с учетом того, что и низкий уровень и обеспечения, и подготовленности военнослужащих, но тем не менее врага мы били и освобождали территории. Потом, к сожалению, ключевые персонажи системы оговтались, и система начала работать так, как она работала по тем или иным позициям. Я просто знаю, то есть спасибо, Влад, что пришел, мы уж перебрали даже время.
Я знаю только одно, что все эти люди, которых Владислав Селезнев говорил, они, конечно, вернутся в армию, если что начнется. То есть это не люди, которые отвернулись, надули губки и обиделись. Да? Это немножко другие люди, совсем другие. Спасибо, что смотрите АТР, что помогаете нам, в том числе через платформу Patreon. Даже небольшой у вас взнос, не найдите время, 2 минуты, подпишитесь. Будет для нас способом продолжать жить и вещать на оккупированной территории, на всю Украину и рассказывать миру о том, что происходит в оккупированном русскими Крыму. Я благодарю всех за внимание. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире.